Сама мысль открытия Гагаузской народной партии, она для многих была как-то, таким сюрпризом для кого-то несбыточным моментом, что все говорили, большинство людей, которые говорили, это нереально, это невозможно. Да, партии можно открывать, в принципе, в стране сегодня даже закон упрощен регистрации, это не надо собирать учредителей с 18 районов, то есть 50% районов Республики Молдова и более 4000 учредителей. Оно упрощено, что можно с трех, даже в самой Гагаузе собрать учредителей, 1000 человек и, естественно, регистрировать партии. Но здесь был сам такой момент, что само название Гагаузская народная партия, Гагауз Халк партии, да, на молдавском она звучит чуть по-другому, партиду Популяр Гагаус. И все говорили, что не будет Гагауза в названии. Но мы сделали все возможное, мы подготовили документы, устав, программу и решили, что мы не будем название менять, потому что сам смысл открытия этой партии, если бы была бы региональная партия, мы открыли бы, возможно было открывать государство региональное, мы открыли бы региональное. Но так как региональной нет формы открытия, мы пошли на то, что открывать республиканскую партию, но сразу об этом говорили, и оно у нас везде и расписано, что мы будем работать в пределах гагаузской автономии. То есть 3 гагаузских районов, плюс там, где проживает гагаузы, это у нас и Приднестровье, это община и в Кишиневе, и за граница, и Россия, и Турция, и Европа, и в других странах. Поэтому мы ожидали сюрпризов, ожидали, что, в принципе, возможно, может быть, структуры, которые контролируют регистрацию, где-то что-то не понравится. И действительно, первый момент, когда мы сдали пакет документов, мы старались очень тщательно готовить, правильно готовить. Но наших документов нашли много нарушений. Скажу честно, что некоторые моменты мы признаем, что нужно было переделать. В принципе, большой пакет документов, и где-то допускается, что есть шероховатости. Но мы что-то думали, что все-таки наверняка это какой-то сигнал, что остановиться. После первого раза мы сдали 2-й раз документы и снова ждали. И скажу, что тот день, когда нам позвонили и сказали, что приезжайте, вы зарегистрированы, мы официально вас ждем для того, чтобы вручить документы. Мы, конечно, были удивлены, потому что мы ждали, наверное, что будет и 3-го, и 4-го. Но, к счастью, я, в принципе, даже тот день, когда мы ехали, я написал, что Молдова сдает экзамен на демократию. Что, удалось Молдове сдать. Я скажу, что демократия прошла этот экзамен, потому что все-таки никто... Так скажу, что если партия зарегистрирована, значит никто официально действующей власти не мешал.